Последние события на Северном Кавказе вызывают стойкое ощущение, что ситуация практически абсолютно напоминает то, что происходило на излете Советского Союза, когда образовался такой удивительный межнациональный конфликт в Карабахе, когда две республики одной страны воевали за территорию. Вот сегодня в Ингушетии, на мой взгляд, происходит нечто подобное. Совершенно с вами согласен, но я хочу еще добавить, что на самом деле ситуация же не ограничивалась в Советском Союзе только карабахским конфликтом. Параллельно происходили события на границе между Узбекистаном и Киргизией, Ошской долине. Там начался межнациональный конфликт, причем достаточно жесткий. В Абхазии грузино-абхазский конфликт, он начался еще до распада Советского Союза и фактически одновременно с карабахским конфликтом. То есть, воспользовавшись ослаблением центральной власти, ее кризисным состоянием, почувствовавшие свою силу местные криминальные элиты, и не только криминальные, начали активно стравливать народы и готовиться к будущему постимперскому состоянию, к будущей независимости, дополнительно раскачивая ситуацию и в целом по Советскому Союзу. То, что сейчас происходит в Магасе, в Назрани, вообще по всей Ингушетии, и это фактически первый звонок того, что те же самые процессы, которые разрушили, вернее, способствовали разрушению СССР, возрождаются в Российской Федерации. Москва ведет себя неадекватно, Москва дала некоторым регионам слишком большие полномочия и всячески ублажала их в течение последних десятилетий. Ну, конкретно речь, конечно, идет о Чеченской Республике. И вот мы имеем результат. Фактически нам заявляется, что две республики самостоятельно договорились между собой о переделе, о проведении границы, о передаче друг другу каких-то территорий. И в результате, когда из этих народ одной из республик, то есть Ингушетии, оказался этим предельно недоволен, федеральный центр, собственно говоря, фактически самоустраняется. Мы не слышим ни заявлений государственных деятелей, ни заявлений президента, ни заявлений главы правительства или полпреда. И мы, в общем-то, ситуация вообще фактически не освещается центральным телевидением по-настоящему. А речь идет о конфликте, который висит на волоске от вооруженного столкновения. Стрельба уже идет пока в воздух. Уже фактически произошел переход, по факту произошел переход части силовых структур Ингушетии на сторону протестующих, поскольку вчера значительная часть ингушских милиционеров, в том числе полицейских, вернее, в том числе представителей местного ОМОНа, перешла на сторону протестующих и вместе с ними заблокировала ввод в Магаз федеральных вооруженных сил, то есть внутренних войск и Нацгвардии. О чем это говорит? Это говорит о том, что конфликт уже вышел за рамки просто обычного протеста. И местные силовики так или иначе показали свою солидарность с бунтующими. В общем-то, пока это бунт. Еще очень важный момент, что на горизонте снова возникла фигура Руслана Аушева, человека, который и в начале 90-х при распаде СССР играл значительную роль в параде суверенитетов, в частности, параде суверенитетов в той же Ингушетии.